Потому что не можем принять отчет, где столько бедных, где многие безработные, где не возрождается местное производство, не повышается социальная гарантия. Бензин вырос, коммунальные услуги уже начинают возрастать. Налога на добавленную стоимость 22%, с 18 до 20 это взлетят все цены на продукты, продовольствие и на товар. А у меня из 45 одноклассников моего года рождения до 50-го осталось несколько человек. Вот вам и средний возраст жизни. Обман, сплошной обман. Вот сегодня по интернету неофициально пошла информация. Путин приостановил пенсионную реформу. Кричите «Ура!» Путин опять спас нас. Опять Путин сделал доброе дело. Но неужели непонятно? Но есть одна мысль, я ее тоже вычитал в интернете. Один очень умный товарищ говорит, это было где-то дней 10 тому назад. Да чего вы, говорит, волнуетесь? Никакого увеличения пенсионного возраста не будет. Это сделано для того, чтобы народ на самом больном месте, значит, кипятился, а тихой сапой увеличит НДС на 2-4%. Про это никто ничего не говорит. А эти 2-4% лягут на каждого от грудного младенца. Повторяю, от грудного младенца до глубокого старта. Во все цены войдут эти 2-4% налога на добавленную стоимость. Вот для чего это делается. Опять Путин, отец великий, родной, понимаешь, спасает народ, пенсионную реформу приостановил, а тихой сапой цены выскочили. Потом у меня такая мысль возникла. А как же вот пенсии мы получали вот в советском прошлом? Да очень просто, по почте получали от Министерства финансов напрямую из бюджета. А сейчас придумали пенсионный фонд, посадили чиновников, почти столько же, сколько в правительстве, они же на зарплате все. Как же, вот на нашем пенсионном фонде они на зарплате. Этого мало. Обманули все, сказали, вот вы пока молодые, пока работаете, накопительную часть пенсии перечисляете. Вот вы накопите, будете красиво жить, как на Западе. Поддались, стали все копить. Когда некоторые не согласились, законодательно заставили все производственные коллективы включать отчисления, обязательные социальные отчисления, значит, в соответствующие фонды. Вот и все. Значит, 3 года назад сказали, приостановим, потом все это вам вернем, накопительную часть. Вернули? Нет, и не вернут, потому что их нет, потому что их съели. Потому что они воруют по 1,5 миллиарда рублей, там всякие полковники милиции, и всякие такие дела. Короче, я думаю, что сегодня любой разумный человек должен понять, если мы сами себя не защитим, никто не даст нам избавления. Ни Бог, ни царь, ни герой, ни Путин, никто. Вот эту всю комарилью, которая называется общество с ограниченной ответственностью, Путин и компания олигархов, все его однокурсники, вместе работали у Собчака, все они сегодня расставлены, теперь и дети их рассаживаются по соответствующим местам. Каждый день, каждый час обман, обман и еще раз обман. Поэтому, дорогие товарищи, если вы хотите нормального будущего своим детям, если вы не хотите обращаться на телевидение и радио с просьбой о том, что вот для лечения ребенка нужны деньги, а чтобы государство занималось этим, что ему положено и что декларировано Конституцией Российской Федерации, будьте активны, подписывайтесь под этот протест, чтобы даже глухая эта власть поняла и услышала, что народ их политикой не поддерживаю, не поддерживаю. Это человеческий потенциал. Сотни миллиардов долларов положено.